В самоубийство глава комитета по делам женщин из семьи Таджикистана видит только психическое расстройство. Афганистан за узбекскую электроэнергию платит, а за таджикскую нет. Дело таджикистанца, ограбившего вдову Градского, отправлен в суд. На вопрос журналистов о том, почему при рассмотрении дела о суицидах причина в основном выявляется, что у человека было психическое расстройство, глава комитета по делам женщин из семьи Таджикистана Хилолбек Курбонзода ответила, что здоровый человек такого с собой не сделает, особенно когда это касается случаев с применением ножа. В целом причина устанавливается прокуратурой и судом. Они установили, что в большинстве случаев причиной самоубийств является нездоровое психическое состояние, когда человек не может контролировать себя при определенных обстоятельствах, сказала глава комитета. Курбонзода, ссылаясь на данные МВД страны, сообщила, что за 6 месяцев текущего года в Таджикистане было зарегистрировано 224 случая суицида и попыток к нему. Это на 55 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В 108 случаях самоубийство совершили женщины, из них в 23 случаях несовершеннолетние девочки, сказала она. По данным МВД, в 2021 году в стране было зафиксировано 518 случаев суицида и попыток к нему. Основными причинами суицида тогда называли домашнее насилие, затяжную миграцию мужей и отцов, нестабильное материальное положение. Глава холдинга Барки Тоджик говорит, что из-за санкций, наложенных на афганские банки, таджикская сторона не может получить в полном объеме оплату за поставленную в Кабул электроэнергию. Проблема с оплатой за поставленную в Афганистан электроэнергию возникла после того, как талибы захватили власть в стране, и ограничительные меры в отношении Талибана стали затрагивать всю страну в целом. Вот уже год, как таджикский энергохолдинг и афганская энергетическая компания Бришня не могут решить эту проблему. Махмад Умар Асазуда, глава компании Барки Тоджик, вчера заявил 1 августа на пресс-конференции, что за первые 6 месяцев текущего года Таджикистан поставил в Афганистан более 734 миллионов киловатт-часов электроэнергии. По словам руководителя госэнергохолдинга, электроэнергия поставляется в Афганистан в основном с мая по сентябрь. Вместе с тем, отметила Асазуда, из-за геополитической ситуации в регионе и мире, и когда некоторые финансирующие покупку электричества банки попали под санкции, стало сложно переводить средства из компании Бришня в Барки Тоджик. В настоящее время сотрудники компании Бришня работают над этим вопросом. Задолженность по оплате составляет $28 миллионов США. В июле мы получили денежные средства на сумму $2 миллиона. Министерство энергетики правительства талибов еще в мае этого года заявило, что оно должно более $100 миллионов за электроэнергию, которую поставляют в Афганистан, Таджикистан и Узбекистан. Представитель этого министерства Ахтар Мухаммад Нусрат заявил, что они готовы оплатить долг за электроэнергию, но, по его словам, банковские системы в Таджикистане и Узбекистане в настоящее время испытывают проблемы с денежными переводами из-за рубежа. Сейчас же глава компании Барки Тоджик, наоборот, говорит, что проблема с переводом денег имеется у афганских банков. Однако, по сообщению пресс-службы Министерства энергетики Узбекистана, Афганистан полностью оплатил поставки электроэнергии за 2021 год и производит оплаты за поставленную электроэнергию в 2022 году. Минэнерго отмечает, что у Афганистана нет задолженности за поставки электроэнергии из Узбекистана за 2021 год. Подмосковная прокуратура направила в суд уголовное дело об ограблении вдовы композитора Александра Градского Марины Каташенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает РЕН-ТВ. Как пояснили в прокуратуре, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника организованной группы. В рамках расследования был арестован уроженец Таджикистана Умиджон Джаборов. Он обвиняется по статье «Разбой». Уголовное дело направлено в Наро-Фоминский городской суд Московской области для рассмотрения по существу, говорится в сообщении прокуратуры. Об ограблении вдовы Александра Градского стало известно в ночь на 17 января. Преступники подстроили ДТП, когда женщина ехала по центральной кольцевой автодороге. Как только Каташенко остановилась, мужчины сели в ее авто и, угрожая расправой, заставили вернуться домой в загородный коттедж. Они украли оттуда большую сумму – 100 миллионов рублей.
После этого вместе с вдовой Градского уехали. Они заставили ее довести их до Апрелевки, а после пересели в белый «Мерседес» и уехали в сторону Москвы. Источник РЕН-ТВ сообщил, что нападение было тщательно спланировано. Не исключено, что о крупной сумме наличности грабителям рассказал кто-то, вхожий в дом покойного Градского.